Татьяна Кириллова – личность в Нерюнгри известная. Она и волонтер, и активный участник группы «Домашние обеды для победы», и общественный деятель, который работает со старшим поколением. Кроме того, Татьяна возглавляет украинскую общину в городе. Родилась на Украине, детство провела на Донбассе. Поэтому все события со своей малой родины она пропускает через себя. У меня настолько душа болела. Там мои родные, а Донбасс 9 лет. Я с одноклассниками поддерживала связь. И у меня одноклассница живет в Горловке, и она рассказывала все вот эти вещи. И у меня не было понимания, правильно мы сделали или нет. Я не понимала, правда. Хотя я четко помнила эту ситуацию, когда Янукович был у власти. Я приехала в Киев, как обычно, к родным. Крещатик перекрыт, я не могу понять, что. Мне говорят, там митинг, там митинг. Ну, так как любопытство не порок, я пошла туда. Там митингуют против того, что почему Янукович не запретил закон, который Ющенко разрешил этим эсэсовцам, бывшим бандеровцам, устраивать на День Казанской Божьей Матери, вот это как насмешка, именно свои факельные шествия. А с той стороны я пошла, посмотрела, и я увидела вот этих нациков, молодых парней, правда, вот как скинхеды вот были, это было страшно. Мы тогда разговаривали с родными, и они, да, вот неправильно, да, как бы поддерживали Януковича, что вот он пришел правильный, а вот это вот неправильно. Но я никогда не забуду 13-й год, когда я зашла в метро, и в метро заскочили подростки лет 14-15. И они что-то начали на украинском выкрикивать. Я прислушалась, я понимаю, что это эти речевки фанатов футбольных. И в другом конце вагончика им также речевками отвечают. Я еще так поулыбалась сама себе, думаю, ну молодежь, футбол, фанаты, интересно. Потом я понимаю, что-то другое уже идет. И люди, которые стояли час пик в метро, они все вот так опустили голову. И я слышу, начинаю понимать, когда они говорят, уже другие лозунги пошли, «Сагайдачний приде, ножа візьме, москаля заріже». И я понимаю, что это уже не спортивные речевки. И вдруг вот эта молодежь, вот эти подростки стали прыгать и кричать. Вот тогда, уже в 13-м году, когда еще и Путина они, наверное, слова не знали, что есть у нас такой президент. И вдруг они стали скандировать. Это сейчас они говорят, кто не скаче. А тогда они говорили, кто не прыгает, то и москаль. И у меня был такой шок, потому что все в вагоне, взрослые люди, никто не сделал замечания. Все просто наклонили голову и боялись сказать. Это 13-й год, когда, казалось бы, вообще еще не было понятия о том, что будет переворот, что вот такое будет в стране. На следующий год на Украине случился Майдан. Те самые подростки из подземок вышли на улицы и продолжили буянить с молчаливого согласия большинства. К тому моменту киевская родня Татьяны уже считала, что они имеют на это право. Тем более, что иных негативных последствий в их жизни не произошло. Они жили хорошо еще в 2014 году. Это Донбасс уже стонал. И когда я приехала вот на Донбасс волонтером, и я увидела Луганск, я увидела свой Янакиево, у меня сразу сложились пазлы, почему Донбасс не захотел идти с Украиной. Вот от слова «совсем» в Ливане Донбасс не было никаких. Это все с советских времен, старые постройки, улицы, дома. И когда была советская власть, там хоть было это ухожено, это было красиво. А сейчас это ужас, когда ты идешь по Луганску, и улица, огромная улица, и она просто стоят дома, разрушенные не от войны, от перестройки. Там деревья растут, исторические здания. Поэтому как-то честно, я когда все это увидела, и у меня когда спрашивали там, ребята, я же не скрывала, я же говорила ребятам, кто приходил с передовой, я с Украины. Вот. И когда вот разговор возникал, мое отношение, я еще не понимала. И будучи в Луганске, мне попалась статья «Речь Путина». И вот я не помню, какие слова, но
они мне так запали, и вот у меня тогда пазлы сложились, когда он сказал, что мы должны на опережение были идти. И у меня пришло сразу понимание, что да, был 41 год, когда мы верили Германии, о пакте ненападения, и как рассказывали учителя, кто прошел войну, что сдавали все оружие для того, чтобы переплавку новое, и на нас напали. И я понимаю, что да, если бы мы первые не сделали шаг, то тогда бы вся Россия пылала бы просто-напросто. Осенью 22 года, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, сын Татьяны Владимировны собрался на фронт. Он проходил срочную службу в танковых войсках, там получил травму и не попадал под мобилизацию, но чувство долга взяло свое. Танкист пошел в военкомат, тайком от мамы. Я была в отпуске, я была в Великом Новгороде, я включаю вечером новости, показывают наш горняк. Да ну не может быть, мало ли такое здание еще где-то. И когда я слышу Нерюнгри, и идет ребята там, кто-то по контракту, у кого-то мобилизация, повестки, я в мыслях, у меня мелькнуло, что мой сын может, потому что, ну, такое, есть чувство патриотизма. Но я знала, что он в Тынде, что он работает там в Тынде. Я не предполагала, что он уволился с работы, и приехал с Тынды сюда, и пошел в военкомат, и ушел туда. Они же мне молчали, они мне 2 недели не говорили. И даже по фотографиям этим отпускным можно отследить, где я. И когда я узнала, что он там, у меня вот это все, маска радости ушла. Потому что у меня были слезы, сопли, естественно. Я плакала, я переживала. Они молчали, потом долго не говорили. Потом, когда он был под Херсоном, из-под Херсона он ушел под Пологи, под Запорожье. Вот. Потом пришло понимание, если не звонит долго, значит жив-здоров, все нормально. Я хочу сказать мамочкам, если ваш сын не звонит, не выходит на связь, не плачьте, значит все нормально. Когда что-то случается, обязательно звонят или друзья, или командование. Значит, он там, где нету связи. Я когда это приняла для себя, поняла, мне тогда стало легче. Татьяна Владимировна признается, даже если бы была рядом, отговаривать сына не стала. Все время службы она переживала за своего ребенка, но был еще один факт, с которым смириться было очень тяжело. Но самое ужасное для меня было то, как бы у меня у брата сын ВСУ, мой СВО. И они где-то вот вполне возможно стояли друг против друга, даже не зная. И они бы встретились лицом к лицу, и они бы не узнали друг друга, потому что они в детстве друг друга видели. Моему было 15, тому было 5 лет. Они даже, и сын говорит, я командиру говорил, он танкистом был. Я, говорит, командиру экипажа говорила, где-то брат мой там ведь стоит. Но я хочу сказать, он оттуда вернулся совершенно другим человеком. Он был, знаете, как цирк уехал, клоун остался. Мне всегда все говорили, тетя Таня, он такой веселый у вас, с ним так весело. Он совершенно другой приехал, он приехал молчаливый. Он редко когда-то что-то под настроение расскажет. Рассказывал, как это страшно, когда первые обстрелы были. Это страшно. Это страшно, когда гибнут ребята в танках и их там достают. Это страшно. Вот. Но это такое у них содружество, правда. Вот те, с кем он был, ребята, ну у него сейчас проблемы, почему его комиссовали, у него вернулась та прежняя травма. Очевидно, вот эти, как невропатолог сказал, вот эти стрессы, вот это все дало себе знать. У него 60% потеря памяти. Вот этот год, когда он сейчас дома, более-менее восстановилась, но все равно забывает. Забывает, на какое время ему билет купили на самолет, когда еще есть проблемы. Со временем сама Татьяна стала поводом для беспокойства родных. Ушедший на СВО сын усилил ее желание помогать бойцам на передовой. И в свой ближайший отпуск она приняла решение ехать на новые территории в качестве волонтера. Не все в ее окружении поняли и приняли этот поступок. У меня подруга в Москве живет, она до сих пор не может этого понять. Мы когда встречаемся, она мне задает вопрос, Тань, для чего тебе это надо?
Э, Правильно, вот в отпуск все, я ж смотрю, вот в интернете выставляют, там Турция, еще куда-то поехали, а ты, да, едешь туда, и я ж еду туда не с оплатой, я беру свой отпуск, беру дни без содержания, спасибо Якутуглю, мне идут навстречу, потому что, ну, как бы 1,5 месяца брать без содержания, там тоже не очень так как бы любят. Это же, значит, кто-то должен работать за меня. Вот, поэтому я благодарна своему коллективу, что они меня понимают. И в прошлый раз у меня даже моя, ну, наша вот коллега моя, она даже свой отпуск передвинула. Только потому, что мне нужно было взять, чтобы еще там, ну, приехать на неделю, как говорят, попиариться, вот лицом посветить и уехать, нет. Если ехать, то надо ехать уже на 2, на 3 месяца, на 4 еще лучше на полгода, чтобы это конкретно была польза. Татьяна хотела оказывать помощь раненым бойцам. Через волонтерские организации Нерюнгри, через главу района, она подавала свою анкету, чтобы ее взяли помощницей в один из госпиталей Ростова-на-Дону или Москвы. Долгие месяцы ответа не было. После нескольких неудачных попыток глава района ответил: в опорный пункт в Луганске требуется волонтер. Там нужны люди, которые будут готовить, это тоже надо. Я так, ну, стыдно было сказать главе, что я давно уже не готовлю ничего. Я живу одна, и мне для себя, ну, совершенно вообще не надо готовить. Вот. Ну, мы проговорили, говорю, Роман Михайлович, ну, попробуйте вот как-то. Он говорит, я узнаю, как это можно. Ну, и все, и проходит. Мы раз проговорили, лето уже подходит к концу. Я ему говорю, Роман Михайлович, помните наш разговор, что хочу поехать волонтером? Я думал, вы уже забыли. Я говорю, нет, говорю, я ж надеюсь на вас, что вы там зондируете почву. Ну, и все, он... В августе мне звонит. Татьяна Владимировна, вы согласны ехать? И слышу, там такой бах, какой-то взрыв. И я так по стенке ту-ду-ду-ду. Думаю, так. Я говорю, да, он все. Уже проговорили с Якутском, с республикой. Едете в Луганск, вас на Новоазовске встретят и в Луганск там отправят. Но я ехала, и когда приехала в Новоазовск, и мне Марина Константиновна спрашивает, поваром едете туда, там повар нужен. Я говорю, нет, говорю, я еду волонтером развозить гуманитарку. Какой поваром? Я говорю, не умею готовить. Ну, я умею готовить, но когда-то. Вроде бы, говорят, вкусно готовила. Но я лет 7 уже вообще не готовлю. Она, нет, там нужен повар. И у меня так слезы, какой повар? Я 7 лет ничего не готовила. Нет, я гуманитарку буду развозить. Она, нет, нет, нет. Руководитель опорника, он мне говорит, так, вы едете поваром. И он такой, так, это такой суровый мужчина якутский. И я понимаю, что... я так проблеяла, говорю, да, я думала, буду гуманитарку развозить. Он, нет, там нужен повар. Так Татьяна Владимировна стала кормить работников пункта и якутских бойцов, которые оказывались поблизости. Встретили ее радушно, но к новым условиям жизни привыкать пришлось долго. И когда я туда приехала, конечно, столько ребят, мальчишек, все вот прям вот открытые, все такие вот светлые. Кровать мне там поставили, хотя там кроватями тогда еще была проблема, на полу спали на матрасах. Я, конечно, всю ночь там драила, мыла, там вымывала себе. Какое-то мне антидроновое временно дали одеяло с такими бляшками. Ночью по голове это мне все стучит, когда начинаешь. Но самое ужасное было то, что там не было ни одной плитки. И была одна мультиварка, и их человек 15. И они приехали же, меня привезли. И говорят, сейчас будем ужинать. Они открывают эту мультиварку. Ну, мужики, они что, будут себе там что-то сильно? Когда? Вопрос даже, начнем с этого. И я смотрю, там такая капуста синего цвета, что-то такое вот. И у меня на нервной почве тогда заклинило спину. Я ни вздохнуть, ни выдохнуть не могла. Если бы они увидели, как я заходила к себе в комнату и просто ползком, потом...
А мне ни уколов, ничего. Уколы были, я пошла в поликлинику у нас напротив, а мне говорят, не, волонтеры, приезжие, без назначения врача, какой там диклофенак, ничего колоть не будем. И я затянула себя этим полотенцем, завернула туго под рубашкой, чтобы не видно. Наверное, думали, что что-то такая важная ходит, а я просто согнуть спину не могла. Потом приехала наша Вера, которая занимается нашими ранеными 300-ми. И мы начали, она говорит, это психосоматика, нервничала. Я говорю, конечно, 15 человек, одна мультиварка. А нужно приготовить первое, второе, третье. А помимо этого ребята с передовой приезжают. Это, конечно, было жестко. Со временем быт наладился. На кухне появились дополнительные плиты, а благодаря им расширилось меню блюд, которыми подчевала бойцов и опорников тетя Таня. И я делала украинскую кухню, у меня ребята с АХА фотографировали, все это отправляли. Потом фотографировали блюда, отправляли женам и говорили, когда приедем, вот такой завтрак должен быть. Потому что хочется им засервировать, чтобы это было красиво, чтобы это было вкусно. Не просто вот там вот лишь бы котел поставить. И всегда, да, я готовила каждый день свежее. Не было такого, чтобы неделю борщ стоял. Когда я уехала в феврале оттуда, и они остались. И так душа болит. Мальчишки, а тогда еще с госпиталя ребята у нас жили. Вот. И я помню, как, мальчики, вы будете? Я им там наморозила. Ну, ты же на всю жизнь не наморозишь. Там фрикадельки, котлетки, перец фаршированный. И мне хомяк, Захарка, такой мальчик, 25 лет. Тетя Таня, меня Гоша поставил готовить. Я говорю, что ты будешь готовить? Тушить капусту. Захарка, вот смотри, я ему быстро по телефону, как быстро и вкусно приготовить. Сфотографирует, что приготовил. Фотографирует мне, у меня кастрюля 20-литровая стоит. Я ее готовлю, когда я знаю, что много-много ребят приедет, и они борщ любят мой. Я тогда им готовлю борщ. И он вот эту 20-литровую кастрюлю, вот эту нарубал капусту. Я говорю, почему на тебя же синяя какая-то? Где морковь, где перец, томатная паста? И я помню, он... Тетя Таня, для якутов главное мясо и картошка. А вот эти ваши, это уже, говорю, это излишество. Вот, поэтому еду туда. Вот первый раз, я, конечно, говорю, когда поехала, я вот думала над этим вопросом. Почему? И вчера я девчонкам своим сказала, вот я после репетиции пришла туда к волонтерам, мы пакуем посылки, потому что у нас завтра должна машина с Якутска идти. И я им говорю, девчонки, вы знаете, вот здесь вот вы, волонтеры, вам тяжелее. Я там была, да, там тяжело психологически, физически, но ты получаешь удовольствие от того, когда они приехали, ты их накормил, и тебе столько раз спасибо скажут, и ты прям от этого кайфуешь уже. А здесь волонтеры, ты плетешь эти сети, ты делаешь сухой душ, готовишь эти каши, отправляешь. Ну, мальчишкам некогда там вот это селфица. Hello, спасибо. Они получили и ушли дальше в бой еще куда-то. А мы сидим. Почему они нам не написали, вкусно это или невкусно? Нам же это хочется знать. Вот. А им не до этого. Нам здесь сложно это понять. Поэтому вот здесь кто отработал, и после работы еще идет туда заниматься. И до 9, до 7, до 10 вечера, до 11 готовят. Это намного сложнее. Поэтому я считаю, что вот те, кто здесь, их труд не менее важен, чем наш. Каждый приезд Татьяны Владимировны в Луганск для бойцов на передовой праздник. За одним столом она объединяет всех ребят. Все вместе они не только лакомятся долгожданной домашней кухней, но и чаще видятся и общаются. Армия их снабжает, продуктами снабжает, потому что иногда очень звучит такая фраза. Где армия, где Минобороны, почему им не дают? Им дают. Но я всегда говорю, мы когда летим в самолете, 2 раза в год летаем, и мы уже это меню знаем.
будет картошка, будет вот эта рыбка, и оно настолько уже вот здесь. И когда ребята по 2 года, по 1,5, уже 3-й год кто-то, и вот этот набор армейский, конечно, от него устаешь. От тушенки, от этого хочется вот именно что-то. Конечно, им, как нам говорили, это не нужно, вы делаете ненужное дело. Вот обеды там готовите, еще что-то. Все нужно. Вот все. Они как дети, когда привозишь им, и у них прям такая гордость. Вот я сразу вспоминаю пионерский лагерь, когда к тебе папа приезжал и привозил какую-то передачу. Мы же не голодные в пионерском лагере были. Мы вот так были сыты. Но это же из дома, это папа привез. И там точно так же. Для них это да, вот просто даже понимание, что их поддерживают. Ведь ребята в группе пишут, как они в нашей группе оказываются, я не знаю, но они пишут «спасибо вам». И они начинают нас там так хвалить, что такое чувство неловкости. Вроде бы они на передовой, не мы, а они нас там прям благодарят. И мы пишем всегда «ребята, это вам нужно». Поэтому 1-й год я поехала, я точно знала, уже я знала, я поеду, я там нужна. И когда я в прошлом году приехала, это так было, я еще раз убедилась, что не зря туда. Звонок в калитку или стук в калитку открываешь, ОМОНовцы. Тетя Таня, здравствуйте, мы приехали. Я говорю, проходите, там уже все готово. Я же знаю, что кто-то придет, всегда у тебя уже все есть на готове. Нет, мы приехали просто вот сказать вам, что мы так рады, что вы приехали, теперь мы будем сюда приходить. А то, говорит, и не ходили. Холодно, голодно, говорит, никто не накормит, поэтому мы не приходим. Это дорогого стоит, когда просто вот опять стук в калитку, ребята приехали. Тетя Таня, мы узнали, что вы приехали, как здорово, теперь можно сюда приходить на опорник. И тебя у калитки никто не проходит, потому что они мимо проезжали там куда-то им по делам. Это же не просто так едут прогуляться. И они заезжают. Поэтому это, для меня это была большая награда. Вот это была награда. Вернувшись домой, Татьяна Владимировна не прекращает свою бурную деятельность. Каждый день она ходит готовить домашние обеды для участников СВО, а также ведет работу по направлению «Активное долголетие», дает мастер-классы, устраивает танцы и экскурсии. Ее девочки, как их называет тетя Таня, о ней говорят с нескрываемым восхищением. Очень хороший, отзывчивый человек. Добрая, веселая, задорная. Организованная, всегда нас сплочает своими мероприятиями. Очень активная. Активная. Полная идей. Да. И очень нам весело с ней. Мы расслабляемся и поддерживаем ее, и сейчас поддерживаем. И она делает очень хорошее дело. Знаю давно и знаю только с положительной стороны. Действительно, это сколько надо иметь мужества, сил, чтобы поехать на СВО. А пацаны-то, как ее любят, они же постоянно ей пишут, вот постоянно. Вот когда вы приедете, тетя Таня, они прям вот, она как мать им родная, что ли. Ну, молодец, что там говорить, столько энергии. Ни у кого я не видела еще, чтобы было. Она прям такая молодая, постоянно такая заводная. Я рада, что я с ней знакома, что принимаю участие по мере возможности во всем. У меня жизнь здесь не скучная, очень интересная, но я там нужна. Я понимаю, что я там отрезана сразу от вот этого кайфа, потому что я получаю удовольствие от того, что я делаю, это самое главное. Но я понимаю, что я там нужнее, поэтому, естественно, в этом году я опять собираюсь туда. Но основную поддержку тетя Таня получает из дома, где ее всегда ждут дети и внук. Он гордится своей бабушкой и сильно за нее волнуется, когда она уезжает в Луганск. Добрая, все время кому-то помогает. На месте никогда не сидит, надо что-то поделать обязательно. Конечно, переживаю. И каждыми днями названивал со словами: «Может, домой? Зачем тебе это надо?» Конечно, жалко, вдруг что случится. Это непонятное ощущение, это не объяснишь никак. Это никому не желаю почувствовать, но это надо почувствовать. Так это никак не объяснить. В прошлом году в семью Татьяны Владимировны пришло пополнение. Сына демобилизовали из вооруженных сил. Он вернулся домой, но не один. С собой привез домашнего питомца, которого подобрал на Украине. На фронте пес стал еще одним членом экипажа. Дома – бдительным стражем. К
Кличку ему дали, как подобает военным, с присущим им армейским юмором. Вот подобрали маму снарядом, убила, щенки остались. Ребята их разобрали. Все брали там крупных себе. Наш взял самого маленького, потому что его в танк с собой он брал. Назвал его Укропом, сынок. Ну, может, не Укропом, может, как-то по-другому. Мама, если он Укроп, говорит, как я, говорит, могу его по-другому назвать? И у нас в паспорте, там, конечно, в Белгороде все хохотали. Он у нас в паспорте записан. Ой. Мужской пол, борода метис, Укроп. Вот так вот. Теперь он у нас российский парень. На благо нашей Родины служит.